Мечты сбываются, пусть и на пенсии. 81-летний самарец всю жизнь мечтал рисовать, но посвятил свою жизнь конструированию самолетов. Выйдя на пенсию, инженер дорвался до кисти, теперь уже не может оторваться от дела, которому наконец-то можно посвятить все свое время. Юлия Козлова пообщалась с юным в душе художником. С правой стороны, мне кажется, тропинку надо сделать светлее. Тогда картина будет интереснее. Вот так под чутким руководством жены последние несколько лет Азат Камилевич занимается любимым делом. Он всю жизнь мечтал рисовать, но в детстве обучиться живописи помешала война, потом обстоятельства. Получил профессию инженера-конструктора, работал, был ценным сотрудником. Надирову часто приходилось ездить в командировки в Москву. Сразу после совещаний он бежал в галереи. Третьяковка, это музей изобретательных искусств, другие выставки. И там после работы сразу туда. Вот мне очень много это дало, вот, с точки зрения моей осуществления в какой-то степени моей мечты. До пенсии писал крайне редко. Сохранились портреты отца и матери. В основном на полотнах природы родного Камышлинского района. Березовые опушки во все времена года. Волга. Это уже работа из Самары. Мне повезло, рассказывает художник-самоучка. Коллега в конструкторском бюро, также чертя самолеты, мечтал писать пейзажи. Вместе ходили на этюды. Пришлось даже закончить одну из работ товарища. Вот на этом полотне лицо Туполева нарисовано Азатом Камилевичем. Выйдя на заслуженный отдых, все свое время Надиров решил посвятить творчеству. Мог бы еще и работать, но он ушел для того, чтобы рисовать. Картина – это жизнь. Я понимаю его, хотя и ворчу, и ругаюсь, потому что хотелось бы, чтобы он больше времени семье уделял. Но что же сделаешь, не драться же. Азат Камилевич рад, внук тоже тянется к искусству. Мальчик получает художественное образование. Вот его первая работа. Дедушка уже мечтает о совместной выставке. Юлия Козлова, Александр Рябченко, Вести, Самара.